вопрос к Рахате Шанбековне. И подскажите, пожалуйста, можно ли пройти длительную практику на 3-м курсе в образовательных учреждениях города Бишкек? Члены делегации из Республики Кыргызстан, находящиеся с визитом в Акмуллинском университете, встретились с соотечественниками, студентами вуза. В настоящее время в БГПУ имени Акмуллы обучается около 200 студентов из Киргизии. Участников встречи тепло приветствовал ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов. У вас есть возможность передать приветы, на словах, конечно, если каждый даже маленький привет передаст, самолет не выдержит, да, но у вас есть возможность спросить, как там у нас дома, поэтому все, что вы хотите, дорогие наши ребята, дорогие наши студенты, на все мы постараемся ответить, в первую очередь, конечно же, наши гости. В ходе встречи студенты задавали вопросы, касающиеся возможности прохождения длительной практики дома и получения 2 дипломов по программе магистратуры, а также критериев отбора в школы Киргизии и программ стажировок и другие. Это очень приятно, когда ты находишься в долгое время в разлуке. Ты когда видишь их, как будто видишь свою маму или папу, не знаю. Но для нас уже не так мучительно то, что мы учимся за границей, благодаря БГПУ, Салавату Сагитову, Радику Зинатовичу. Нам так было приятно с этой встречи. И то, что прям как будто не надо ехать домой, что как будто Кыргызстан сюда приехал. Мне очень понравилось. Это, конечно, это чувство не передать словами. Мы уже больше года уже здесь, и видеть своих учителей, наставников спустя столько лет, и это для нас большая честь и очень впечатляющее чувство. Творческие номера в исполнении ребят из Республики Кыргызстан создали ощущение уюта, атмосферу сплоченности и добра. О завершении мероприятия ректор Иссык-Кульского государственного университета имени Тыныстанова Аскарбек Иманбаев от имени Министерства образования и науки Кыргызстана вручил ректору Акмуллинского университета Салавату Сагитову благодарственное письмо. Башкирский государственный педагогический университет – один из лучших университетов, которые готовят педагогические кадры. То, что вы выбрали профессию будущего учителя, педагога, это не просто так, это призвание. Поэтому желаю вам, чтобы это призвание никогда у вас не остывало. И маленькое стихотворение, опять-таки, интересного педагога в журнале «Народное образование». Я думаю, оно вам пригодится тогда, когда вы чуть-чуть взгрустнете. Твори добро, нет большей радости. Ты жизнью жертвуй и спеши. Не ради славы или сладости, а по велению души. Когда кипишь судьбой униженной, ты от бессилия и стыда, не позволяй душе обиженной сиюминутного суда. Постой, остынь, поверь, действительно, все встанет на свои места. Ты сильный, сильный и не мстительный, оружие сильных – доброта. И я хочу вам пожелать в любой ситуации всегда оставайтесь добрыми людьми.